этом свидетельствует о том, что вот океан в течение длительного свидетельствует выходы на поверхность Земли именно морских отложений. Это и известняки, больше всего, глины. Все это морские отложения, в которых мы находим очень много остатков. Ежи, то есть все эти находки плохо древних слонов тоже мы нашли. В музее у нас есть остатки древнего слона. И об этом еще в 1926 академик Меннер рассказал, что вот нашли вот древний слон. Ну и многие другие. То есть древний слон это не морский, а вот именно уже это плейстоцен. А вот именно морские где-то до именно критичного времени. Вот это океан Тетис был. Вот современный рельеф территории, которую мы видим, сформировалась в основном за последние 25-30 лет назад. Вот это небольшой период, маленький период геологического времени. Считая, что возраст Земли 4 миллиарда, вот этот маленький отрезок сформировался вокруг всей нашей горы, высокогорной территории. Территория Чечни уникальна. Вот этом не только рельеф, но и биоразнообразие, и по рекам, по другим. Это уникальная территория. Я хочу акцентировать именно в плане рельефного разнообразия. Здесь можно встретить практически все категории рельефа. От низких равнин за териком и до высокогорья, до высот 4,5 метров. Все формы, там низкие горы, средние горы, высокие горы, равнины, хребты, все эти категории. Также по величине делятся рельефные эти категории. Мегарельеф, макрорельеф, мезорельеф, даже нанорельеф. Все формы здесь можно отметить. Начиная вот наш Большой Кавказ, в геологическом плане это мега-антиклинории Большого Кавказа называется, в геологическом плане. И вот геологическая структура, вот каждой вот этой форме рельефа соответствует определенная геологическая структура. Какие существуют геологические структуры? Три основных. Горизонтальная структура, моноклинальная структура и складчатая структура. Вот три структуры. Нам соответствуют все формы рельефа. Вот начнем высокогорья. Вот это у нас четыре параллельных хребта. Боковой хребет самый высокий, скалистый, пастбищный, черногорский или лесистый хребет называется. И им соответствует определенная геологическая структура. Антиклинории скалистого хребта, антиклинории бокового хребта, лесистый черногорский хребет. Так? Это и так и называется черногорская моноклиналь. То есть моноклиналь, когда вот по рекам вы будете ехать, вот по речкам обнаженников, когда пласты в одну сторону постепенно поднимаются, вот это видно моноклинальная структура. Вот в рельефе вот этой моноклинальной структуры это куэстообразная форма рельефа. Это что? Пологий склон северный, или наоборот, может быть, и крутой склон южный. Вот куэстообразный соответствует этому моноклинальному. Ну и складчатые структуры, антиклинальные или синклинальные, вот этим хребтам соответствуют. В горизонтальной структуре за териком у нас равнина, так, рельеф. Вот это есть, называется вот геологическом платформенная часть, платформа. Вот огромные территории, русская платформа, огромная восточная европейская платформа, и вот этой геологической структуре платформ, им соответствует именно равнинные территории. У нашей территории тоже. То есть все эти структуры мы можем наблюдать. И платформы, и моноклинальные, и складчатые, антиклинальные или синклинальные структуры. Ну, еще что я хотел бы, вот, я думаю,
Вот, если какие-то вопросы, я буду задавать. И еще, конечно, у нас о реках, долинах рек хотел бы. Вот с чем же это геологический объект, конечно, географический, больше так, физической географии. Но чем связана вот эта геология? Конечно, вы, если наблюдали, вот река начинается с высокогорья. Вот очень уникальная река Аргун дальше. Вот высоко в горах долина какая? Узкая, да? Вот долина вот такая, V-образная, вот такие стены, да? Чуть ниже долина уже другой, ящикообразный, вот такой, как ящик, да? И на равнине, и вот меандровые типа. Вот чем связано? Это одна и та же река, разная. Это тоже связано с геологическими вот породами, горной породы, высоко в горах, вот эти плотные, неразмываемые породы. И здесь она, река, не может вот и вот такие узкие ущелья, каньоны. А на равнине вот эти глинистые, песчаные, вот эти алювиевые породы размываются, и долина расширяется. И здесь, в равнинной части, мы можем наблюдать все три элемента любой реки. Пойма есть, русло есть и сама долина. Все три это. Вот и эти реки. И по рекам, конечно, у нас тоже уникально. Более 3000 рек, конечно, не все с названием, даже более 3000 по данным министерства, вот это числится у нас. Ну, это здесь сюда ходят и речушки маленькие, если считать все. Конечно, многие высохли они сейчас. Еще также очень вот у нас родники описаны, более 600 в отчетах, можно, более 600 родников. У нас больше всего родниковых рек. И такого ледникового питания, и несколько больших рек, только ледниковых. Это у нас Аргун, Сунжа, Терек и другие. Вот по рекам. Ну и еще несколько слов хотел, конечно, для туризма, рекреации. У нас очень много на территории, на такой маленькой территории, уникальные и геологические, и геоморфологические объекты. Есть так называемые процессы, широко